В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов, транспортного и земельного, а также налога на имущество физических лиц за 2021 год. Имущественные налоги уплачиваются собственниками движимого и недвижимого имущества на основании полученных налоговых уведомлений. Как можно оплатить налоги и кто имеет право на льготы, расскажет гость студии Владислав Скрябин, заместитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия. Владислав Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале, конечно же, хочется спросить, как в целом проходит кампания по исполнению налоговых уведомлений на оплату имущественных налогов физических лиц? Налоговые органы исчисляют имущественные налоги физическим лицам на основании информации, которая получена от регистрирующих органов. В этом году по республике у нас начислено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей имущественных налогов. Налоговые уведомления на сегодня все направлены и завершена кампания по отправке сводных налоговых уведомлений. Сводные налоговые уведомления направляются через Почту России, это в бумажном виде, и размещаются также в личных кабинетах налогоплательщика физического лица на сайте, официальном сайте налогового органа и также в мобильных приложениях налоги ФЛ. И тут необходимо отметить, что после отправки заказным письмом сводного налогового уведомления по почте по закону считается полученным адресатом по истечении 6 дней. Поэтому и хотелось бы призвать плательщиков, которые еще не получили сводные налоговые уведомления, позаботиться о том, чтобы подойти в почтовое отделение и спросить, нет ли у них отправки с налогового органа. Есть ли какие-то случаи, когда вот уведомление не направляется? Уведомления могут не направляться плательщикам, у которых имеются вычеты или льготы, согласно которых сумма к уплате обнуляется. Не возникает у человека обязанности уплатить налоги. Тогда сводное уведомление не направляется. Не направляется, если сумма сводного уведомления не превышает 100 рублей. И также не направляется плательщикам, которые пользуются личным кабинетом плательщика физического лица и не направили уведомление налогового органа о том, что необходимо направить на бумажном виде документы с налоговых органов. Вы затронули уже, что есть определенная категория льготных граждан. Может быть, развернем эту тему и расскажем, что это за льготы? Во-первых, недвижимости, недвижимое имущество, есть понятие вычетов. Это квартира 20 квадратных метров, жилой дом 50 квадратных метров и комната 10 квадратных метров. Вычитается от налогооблагаемой базы сумма кадастровой стоимости. Это применяется всем гражданам, и это применяется автоматически. Также льготу имеют право получать инвалиды первой и второй категории группы, инвалиды детства, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, военнослужащие, пенсионеры, предпенсионеры, и так далее. Там 16 категорий граждан. Достаточно обширный список. А что делать, если все-таки гражданин не получил налоговое уведомление? Сходил на почту, зашел в личный кабинет, не видит. Во-первых, надо попытаться получить доступ в личный кабинет налогоплательщика физического лица. Если это не получается, то можно обратиться в любой налоговый орган или же любой МФЦ. И также сходить в отделение почтовой связи, где именно он зарегистрирован. Давайте вернемся к льготам. Каким образом можно подать заявление на льготы? Например, это пенсионер, гражданин вышел на пенсию относительно недавно, ему в налоговую службу это пенсионный фонд сообщает о его статусе, или же он сам должен подать заявление? В отношении пенсионеров и многих льгот федеральных, которые указаны в налоговом кодексе, это предоставляется в проактивном режиме. Это, соответственно, предоставляется автоматически. Но если человек видит, что
ему полагается льгота, но налоговым органом по каким-то причинам не применены налоговые льготы, то он может обратиться в налоговый орган посредством личного кабинета налогоплательщика физического лица или же посредством мобильного предложения налоги ФЛ. А если нет доступа, то, соответственно, можно направить на бумаге. Но вот все ли льготники как раз получают, к вам поступает информация о всех или категориях граждан, которые имеют льготы автоматически, или все-таки кому-то нужно подать заявление? Просто это же не просто пенсионеры, это есть и другие, инвалиды, военнослужащие. Ну, военнослужащие, инвалиды и пенсионеры у нас идет проактивно, информация есть. Но считая то, что имущественные налоги – это местные налоги, и, соответственно, льготы предоставляет органы местного самоуправления самостоятельно. И в этих льготах может быть льготы, которые у нас нет информации. Соответственно, люди могут обратиться. Но это касается актуально сейчас вот, по транспортному налогу, где предоставляется льгота 50%, когда установлено газобаллонное оборудование и зарегистрировано в органах ГИБДД. Также у нас по многодетным информация идет от Управления социальной защиты. Но бывает так, что у нас идет сведения о матери, а сведения об отце может отсутствовать. Но вы всего уточнили, что есть 16 категорий льготников. А где можно ознакомиться с полным перечневым списком? Возможно, человек попадает в какую-то льготу и хочет узнать. Это на сайте налогового органа налогов.ру есть интерактивный сервис, информация о ставках и о льготах имущественных налогов. В принципе, там заходим, выбираем интересующий налог, выбираем интересующий населенный пункт, и выходят все основания по льготам. А также можно позвонить на колл-центр 8 800 и 7 двоек, и тоже можно спросить, какие льготы могут быть предоставлены именно вам. Но давайте еще раз повторим для наших телезрителей, до какого числа нужно заплатить налоги, и можно также проговорить, что будет, если не заплатить до определенного срока. Ну, срок уплаты установлен по всей стране единый. Это 1 декабря. Ежегодно граждане до 1 декабря должны уплатить имущественные налоги. Соответственно, если человек до 1 декабря не уплачивает налог, который он должен уплатить, то со 2 декабря начинается рассчитывать пени. Ставка пени составляет 1/300 от ключевой ставки Центрального банка каждый просроченный день. Ну и, соответственно, идет процесс принудительного взыскания, это направление требований, направление заявлений о вынесении судебного приказа, мировые суды, ну и взыскание через судебных приставов, или же с работодателя, или с лицевого счета в банке. Ну и, соответственно, может быть и всякие ограничения, как ограничения по отчуждению имущества, выезд за границей. Такие вот ограничения могут быть. Принудительное взыскание – это крайняя мера? Какой есть период, например, от 1 декабря и до вот этой вот точки, когда с вас начнут уже приставы списывать деньги? Ну, в течение 6 месяцев взыскание проходит. Получается, 1 декабря наступает, в течение 10-15 дней мы направляем требования об уплате налогов, устанавливается срок добровольной уплаты по требованию, и если после наступления срока добровольной уплаты, который установлен требованием, не уплачен налог, то уже готовятся материалы на подачу заявления о вынесении судебного приказа. Хочется еще спросить, а насколько дисциплинированы якутяне? Есть ли какая-то, возможно, статистика, которая гласит, что по предыдущим годам, что, например, якутяне добропорядочные плательщики, налогоплательщики, которые все платят в срок? Ну, как у нас по республике сложилось из года в год, что у нас собираемость имущественных налогов чуть ниже среднероссийских показателей. В этом году по состоянию на 24 ноября собираемость имущественных налогов составила 63%, и к концу года мы планируем достичь 95%. Ну, тут есть и определенные районы, которые
платят, и собираемость у них выше, чем среднереспубликанские показатели. И есть районы, которые ниже среднереспубликанских показателей. Ну, ниже это могу сказать Жатай, Нерюнгринский, Алданский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы. Вот такие. А как вы считаете, с чем это может быть связано? Ну, это уже связано с тем, что насколько люди ответственно относятся к этому вопросу. Ну, то есть никакой не территориальный вопрос к этому не относится, это Не просто... относится, да. Ну, конечно, еще хотелось бы спросить и тоже закрепить, каким образом можно оплатить эти налоги. Давайте подробно поговорим об этом и расскажем все критерии. Ну, самый удобный способ уплаты налогов – это уплата через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Когда мы заходим в этот кабинет, сразу у нас выскакивает страничка первая, и там отражается сумма к уплате. Нажимаем кнопку «Оплатить», переходим непосредственно как уплачиваем, через мобильное приложение, через банковские карты, выбираем и платим. Можно уплатить через мобильное приложение налоги ФЛ, тоже достаточно очень комфортно. Также можно уплатить через банки, непосредственно подойдя с вводным уведомлением, налоговым уведомлением. И если в тех территориях, где отсутствует отделение банков, можно это сделать и через отделение почтовой связи. Ну, а также можно просто отсканировать QR-код и оплатить это через мобильное приложение любого банка. Ну, то есть способов оплатить свои налоги существует достаточно большое количество. Нужно просто это взять и сделать. Да. Владислав Спиридонович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверены, что в этом году якутяне покажут свою добросовестность, и до конца текущего года вы соберете 100% налогов, как и планировали. Спасибо. Ну, а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.